В рамках открытого правительства с журналистами пообщался министр образования и науки Северной Осетии Алан Угоев. Основная тема разговора – правила сдачи единого государственного экзамена. Чиновник пообещал, что тестирование пройдет по всем правилам. Информацию о том, что ЕГЭ можно будет пересдавать несколько раз, министр подтвердил, но отметил, что нововведения начнут действовать со следующего года. Не обошли стороной вопрос горячего питания в школах. Министр подчеркнул, что сейчас делается все возможное для обеспечения детей младших классов завтраками. Еще одна важная тема, которую обсуждали на пресс-конференции – сокращение очереди в детские сады. В ближайшие несколько лет планируется полностью ликвидировать очередь для детей от 3 до 7 лет. Для этого уже выделены дополнительные средства. Мы получаем субсидию в размере, должны получить по подписанию соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации 189 миллионов 734 тысячи рублей при софинансировании 47 миллионов. Это позволит нам в этом году создать дополнительно 3700 мест. В Северную Осетию привезли удивительную святыню – башмачок Спиридона Тремифунтского. Приложиться к этому чуду паломники приезжают даже из соседних республик. Аланский женский Богоявленский монастырь получил в дар свой башмачок от греческого митрополита Нектария. По преданию, святитель Спиридон был пастухом, все свои средства он отдавал на нужды бедных и странников. В награду за добрые дела Господь наделил Спиридона способностью творить чудеса. Его нетленные мощи имеют температуру человеческого тела, они покоятся в Греции на острове Корфу. Существует поверье, что дух Спиридона до сих пор странствует по миру и помогает нуждающимся. Поэтому и обувь с его мощей постоянно снашивается. Раз в год их переобувают, а эти башмачки передают верующим. Известно, что многие и более древние монастыри, страны даже ждут не один год вот такого дара. Просят. А нам Господь так вот неожиданно послал. И пришел этот башмачок в день, когда сошел сель. И были перекрыты мосты, дороги. Но как-то машина с башмачком все это благополучно преодолела и прибыла к нам. Многие люди звонили нам и говорили, что они не могут приехать, так как дороги перекрыты. А те, кто смог приехать, собрались в храме и читали мы, во главе с батюшкой, читали акафист святителю Спиридону. И в этом акафисте неожиданно мы увидели слова, не помнили о них, что святитель Спиридон как-то путешествовал со своим учеником, и путь им преградил бурный поток. И святитель своей молитвой остановил воды, и они прошли в том месте, где только что разлилась река, и поток потом снова заполнил русло. Вот такое удивительное чудо совершил святитель Спиридон, и мы как-то очень обрадовались. Пусть по всей планете радуются дети. Под таким названием в одном из детских садов Владикавказа прошел конкурс талантов среди дошколят. Ежегодно конкурс собирает большое количество участников. В этом году заявки подали 38 детских садов. Конкурсантов оценивали в 3 номинациях – танец, песня и чтение стихов. В жюри опытные педагоги Центров дополнительного образования НАРТ и творчества. Поддержать творческие начинания дошкольников, привлечь к ним внимание государственных общественных организаций и повысить уровень квалификации музыкальных руководителей – вот основные цели организаторов конкурса. Творческие конкурсы будут проходить несколько дней, победители станут известны уже завтра. В научной библиотеке в рамках культурно-просветительского проекта «Я дома» состоялась встреча с известным кинорежиссером Северной Осетии Рафаэлем Гаспарянцем. Он создатель всеми любимых картин «Легенда горы Тбау», «Песни над облаками», «По следам Карабаира». Артисты, журналисты, общественные деятели и школьники спрашивали об отношении режиссера к современному кинематографу, о коллегах по съемочной площадке, о том, как создать свой фильм. Режиссер, который показывает ту или иную на экране, должен думать о том, как это будет воспринято аудиторией. Особенно кино смотрят молодые люди, как правило, там от 17 до 30 лет в большинстве случаев. Вот эта аудитория, как это воспримет. И если ответственность автора, режиссера в данном случае, будет высокой, он так заставлять зрителя выбирать, и делать выводы.